Театр наш был основан официально в 1931 году, 1 мая. Но по неофициальным данным, в 1928 году Магомед Яндаров создал драматический кружок, где ставились спектакли, и отсюда началась история чеченского театра. Для нас она началась в 1928 году. Но в истории театра очень много было спектаклей. Классика русская, зарубежная классика, чеченская драматургия национальная. В 1973 году был поставлен спектакль «Отелло» в этом театре. И вот совсем недавно, 5 лет назад, на нашей сцене прошла премьера спектакля «Отелло» и с успехом идет. Спектакль «Кровавая свадьба» в 70-х годах, спектакль «Энергичные люди», «Женитьба», «Дело», «Бессмертные», «Из тьмы веков». Господи, да каких только спектаклей не было в этом театре за 94 года. Но наша сегодня труппа, наша актерская, наша театральная труппа чеченского театра, она не останавливается на достигнутом. Мы развиваем театр дальше. Мы прославляем театр, наполняем репертуар прекрасными спектаклями. Сейчас мы работаем над постановкой спектакля «Бож-Али». Мы хотим вернуть этот замечательный спектакль в наш репертуар. Этот спектакль почти 60 лет шел на сцене чеченского театра. Но так получилось, к сожалению, что многие ушли из жизни, кто-то уже не может работать на сцене. А спектакль должен жить. Это бессмертная комедия Абдуллы Хамидова, всеми любимая. Параллельно мы начали работу над великим произведением Шекспира «Гамлет». Сейчас идет застольный период, читка, анализ, разбор пьесы. Очень приятно, отрадно, что наш театр посещают туристы. Они знакомятся с нашим репертуаром. У нас все спектакли, они идут на чеченском языке, практически все. Но они идут с синхронным переводом на русский язык. И сегодня у гостей нашей республики и жителей русскоязычных есть возможность посмотреть все спектакли чеченского театра, услышать и мелодику чеченского языка, и в то же время познакомиться со спектаклем, слыша перевод. И еще у наших жителей, у гостей, у туристов есть возможность посмотреть наш замечательный музей. Обратите внимание, какой у нас богатый музей. Мы им очень гордимся, мы его очень любим, ценим и дорожим. И экспонаты этого музея пополняются каждый день. Наш уникальный, замечательный и знаменитый театр в 1942 году был переименован в театр имени Хампаши Нурадилова и с гордостью носит название все эти годы имя нашего отважного героя, героя Великой Отечественной войны, пулеметчика Хампаши Нурадилова. И для нас было принципиально важно, чтобы памятник Хампаши Нурадилова стоял у нашего театра. И вот в прошлом году случилось это счастье для нас всех, и мы безмерно благодарны за это Айшат Рамзановне Кадыровой, которая, после того, как я к ней обратилась с просьбой, чтобы у нас тут стоял памятник Нурадилова, она сделала все, чтобы это состоялось. Вот посмотрите, как он красуется. В антракте спектакля наши зрители, дорогие, уважаемые, могут познакомиться с литературой театральной библиотеки. Эта библиотека нашего театра еще уникальна тем, что здесь нет ни одной купленной книги. Это все книги нам дарили жители
и гости нашей республики. Разумеется, и театральные деятели, и писатели, литераторы, театроведы, театральные критики, режиссеры, актеры театров России, которые приезжают к нам на фестиваль или когда мы приезжаем на фестиваль к ним. И они еще дарят эти книги с подписью. И это очень ценно. И можно познакомиться, вот, посидеть на прекрасных диванах и почитать книжки. Хотя и время антракта короткое, но можно прийти до начала за несколько минут, за полчаса, за час даже до спектакля. И остаться после спектакля чуть-чуть почитать книжки. Здесь представлены афиши, может быть, не все. Конечно, не все. У нас очень богатая история за 94 года сложилась. Но, тем не менее, здесь есть уникальные афиши гастролей Чеченского театра в Москве, которые состоялись в начале 80-х годов, когда на сцене МХАТа играли чеченские спектакли. Вот это театральная афиша московская. А это вообще очень уникальная афиша. Она подарена музею, народным артистам Российской Федерации, главным режиссером нашего театра Русланом Шалаудиновичем Хакишевым. И это афиша 1938 года. В то время еще чеченский язык и алфавит, он был на латинице. И это на латинице, видите, написано «Си», «честь» на русском. Ну, вот, значит, чеченский язык писался вот латинскими буквами. Конечно, наш музей не мог бы быть представлен вообще без вот этого стенда, посвященный первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмаду Хаджи Кадырову, который очень много сделал для нашей республики. Обратите внимание, каким был театр после войны, каким он стал. Вот две фотографии. И это, по-моему, уже о многом говорит. Есть фотографии, когда встреча, вот наши актеры, вот Дагун Амаев со спины виден, но он узнаваем, встреча с Ахмад Хаджи Кадыровым. Вот его распоряжение, копия его распоряжения мы распечатали, попросили правительства о том, что 16 августа 2000 года было создано Министерство культуры Чеченской Республики. Вот это копия распоряжения. Это лишь маленькая часть того, что мы могли представить, и мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить и эту экспозицию тоже. Этот год объявлен годом культурной столицы России. И, конечно, театр, он, я считаю, что должен быть на первом месте, потому что театр – это синтетическое искусство. Театр объединяет в себе литературу, музыку, хореографию, актерское мастерство, режиссуру. Так можно бесконечно продолжать. И самое главное, что театр – это слово, которое доносится до сердец, до умов. И театр – это мораль, театр – это основа традиционных и духовных ценностей. Поэтому мы очень ценим, любим и бережем наш театр. И развиваем его как можем.